Когда появляются условия для того, чтобы какой-то стране предложили инвестиционное соглашение или любое инвестиционное предложение, это предложение должно в первую очередь соответствовать интересам страны-реципиента, то есть той страны, которая это предлагает, ее граждан. Главные выгодополучатели от таких предложений должны быть граждане страны. Что получается в нашем случае? Компании, которые будут заходить сюда, юридические лица с инвестициями, будут априори находиться в гораздо более выгодном положении, чем бизнес, который находится внутри страны, или бизнес любых третьих стран, который захочет инвестировать в Абхазию. Это беспошлинный ввоз оборудования, товаров и технологий. Раз. Второе. Это налоговые каникулы от 10 и более лет. Третье. Это импорт рабочей силы, и трудовых ресурсов. Вот представьте на одну секунду. Вы поднимаете здесь бизнес. У вас уже что-то есть, налаженные экономические связи, логистические цепочки. Естественно, вы друг с другом конкурируете. Появляется компания, которая не платит налоги, которая завозит сюда беспошлинное оборудование и товары, например, строительные, которые завозят сюда импортированную рабочую силу. Как вы с ними хотите конкурировать? Вот просто мне интересно, как вы сохраните свой бизнес? Как вы дальше будете планировать свою экономическую жизнь? Предположим, вот здесь есть молодые люди в зале, которые там получили образование, вы что-то планируете. Ну как вы будете планировать? Вы имеете доступ к кредиту в нашем банке по 25, 35, 40%. Сюда приходят такие же молодые люди, как вы, и они имеют доступ к иностранным банкам. Это я еще не сказал, тоже скажу. По 5, по 6%. Вы с ними что, сможете конкурировать? Вас выкинут на периферию, вот там за забора будете на них смотреть, и в лучшем случае работать на них. Я не знаю таких инвестиций ни в одну страну, которая делает из граждан этой страны второй сорт. Может, вы знаете, подскажите, я не слышал такого никогда. Где такое есть? Теперь по поводу банковской системы. Вот вы меня спросили. Вы понимаете, банки – это кровеносная система финансов государства. Через него проходят все. Когда вы деньги в банк сдаете, или когда вы получаете деньги от инвестора, вы их туда кладете на ваши счета, это же не значит, что они там мертвым грузом лежат. Они функционируют, подпитывая другой бизнес, коммунальные услуги, пенсии, зарплаты, понимаете? Я правильно говорю? Так же существует. Теперь представьте, у вас сюда многомиллиардные инвестиции, их обслуживают не ваши местные банки, их обслуживают иностранные банки. Почему? Мне сказали, потому что мы не доверяем вашей банковской системе. Но вы годами слышали, что люди инвестировали в страну, они доверяют этой стране, она нравится им, а банковской системе они не доверяют. Понимаете как? Такое предложение делается только тем, которые сами себя не уважают. А принимают ее только те, кто не ценят и не любят свою страну. Я не знаю, или вам, вы, наверное, скажете, у меня такое предложение. Я считаю, что принимать такое соглашение – это губительно для нашего экономического суверенитета, а он за собой потащит и политический суверенитет. Это аксиома, понимаете. Поэтому у меня предложение. Давайте составим что-то вроде штаба или плана действия, который будет в себя включать в том числе и акции протеста. И я хочу предложить следующее. У нас в Конституции сказано, главным юридическим лицом, обладающим всеми правами и властью в Абхазии является народ. Правильно я говорю? Давайте воспользуемся этой статьей нашей Конституции. Потому что сегодня у нас эту Конституцию хотят отобрать. Потому что кто-то хочет осуществить проекты, не знаю, Монтера Групп или еще каких-то организаций. Не для того мы вот здесь 30 лет терпели трудности, невзгоды, лишения, чтобы наши ребята, вот вы, ваши ровесники,
были вынуждены эмигрировать из Абхазии и искать лучшую долю где-то. Мы хотим, чтобы здесь, в Абхазии, было место, лучше которого нет нигде на земле для вас. Вот это наша цель, и мы ее должны добиться.